Заплати налоги, живи спокойно. Способы увеличения сбора платежей за коммунальные услуги сегодня обсуждались на совещании у главы. Еще один проект для решения проблемы нехватки жилья. В Магасе продолжается строительство жилого комплекса. Товарищеский турнир. В Ингушетию из Москвы вернулись участники фестиваля боевых искусств. Здравствуйте, в эфире «Новости 24». Я, Бекхан Хашигульгов, и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях к этому часу. Пора платить по счетам. Способы увеличения сбора платежей за коммунальные услуги сегодня обсуждались на совещании у главы республики. В этом году коммунальщики вместе с судебными приставами провели сотни проверок, выявили десятки нарушений. Но, судя по статистике, предпринимаемые меры по борьбе с неплательщиками недостаточно жесткие. Теперь этот вопрос вышел на уровень руководства Ингушетии. Хава Султыгова расскажет подробнее. В начале совещания озвучили цифры. 96 тысяч липовых счетов за жилищно-коммунальные услуги по Северокавказскому федеральному округу. Эта проблема не обошла стороной и Ингушетию. В качестве примера привели поселок Южный, в котором числится должниками 153 абонента. При этом выяснилось, что треть – это фактически несуществующие долги. Магомеду Бекову глава региона поручил выяснить, сколько по республике подобных липовых счетов. Конечно, надо самому платить. То есть его не должно волновать, кто что платит. Вот у него есть счетчик, он по счетчику все должен платить. За воду, за свет, за газ. Все, а с него никто больше текущий, то он должен платить и не делать долги. Далее глава потребовал в ближайшее время предоставить ему списки всех должников, разделенные по категориям – физические и юридические лица и отдельно по всем сельским поселениям и муниципальным образованиям, чтобы детально разобраться, какие являются самыми проблемными. Вот эти списки появляются везде для того, чтобы людей, в том числе в администрациях, везде. И в этих списках вы мне расписываете, ставите в скобках красной пастой там, от руки, кто где работает. Евкурову доложили, что существуют злостные неплательщики, которые годами не оплачивают услуги. По таким нужно делать рейды и отрезать их от общих сетей, отметил глава республики. Но нередки случаи, когда должники самовольно подключаются обратно, что уже является хищением и уголовно наказуемо. 10 раз в день он подключает, вы отключаете, и ему 10 раз в день 15 тысяч рублей дополнительно еще. Это раз. Второе, еще раз повторяю вам, если вы видите, что явно, тогда не просто отрезайте, а вот все полностью до его дома пройдите, все, трубы, шланги, и внутри все потом разбирайте. Далее речь зашла о том, что коммунальщики вовремя не убирают снег, что крайне неудобно для людей, отметил Юнусбек Евкуров. Ночью выезжая, я ни разу не видел человека в фартуке. Ну, определите график работы этих. Возьмите это на личный контроль. Начальники по ЖКХ, начальники ЖКХ, начальник управления ЖКХ – это ваши люди. Выдергивайте их, совещания с ними проводите. И напоследок глава подчеркнул, что владельцев рынков, магазинов и ларьков нужно призвать, чтобы они очищали территорию вокруг своих владений. Хава Султыгова, Сулумбек Аздоев, Новости 24. А в некоторых сельских поселениях глава администрации созвали жителей, чтобы провести разъяснительную беседу о необходимости погашения задолженности коммунальных услуг. Из Плиева наш корреспондент Хядия Дальбиева. В Доме культуры Плиева собрались специалисты из разных областей, врачи, директора школ, начальник почты. Обсуждались многие вопросы, но главное, как обстоят дела с оплатой коммунальных услуг. Если действительно есть какие-то вопросы несогласования, то есть с начисленным долгом не согласны люди, обязательно мы на это смотрим, выезжаем на места, сверяемся. Также здесь присутствовали представители газовиков, инспекторы водоканала и Ингушэнерго. Население волновал вопрос о неправильных начислениях на лицевые счета. Необходимо посещать абонентные участки, где он проживает, и разбираться, то есть со всеми перечнями, с документами приходить и разбираться. Хотя бы определенные в квартал раз, в месяц раз. Уже несколько дней каждое утро в администрации села собирается рабочая группа, которая отправляется вести разъяснительную работу с населением. По словам главы администрации, за последние 3 дня у должников удалось собрать в общей сложности более 500 тысяч рублей. Это в 5 раз больше, чем за весь прошлый месяц. Население с пониманием отнеслось к тому, что эти вопросы мы здесь обсуждали и согласились, что за коммунальные ресурсы надо платить. Такие собрания сейчас регулярно проводятся во многих сельских поселениях по всей республике. Хядия Дальбиева, Илес Досхоев, Новости 24.
В Магасе продолжается масштабное строительство жилого комплекса. Он будет состоять из многоэтажных домов с развитой инфраструктурой. Адам Даурбеков поинтересовался, сколько семей получат новое жилье. 8 девятиэтажек с зеленой зоной, магазинами, офисами, детской площадкой и своей парковкой. Все это должно появиться в 7-м микрорайоне Магаса к концу будущего года. Строительство здесь идет с 2011-го. Сейчас готовы каркасы 3 домов, которые возводятся по технологии монолит-кирпич. Монолитное сооружение, монолит-кирпич, одна из передовых технологий на данный момент. Сейсмоустойчивость очень хорошая. И все этажи, они как не взаимосвязаны у них. И в случае каких-либо происшествий, то есть весь дом, весь подъезд, как это мы часто видим в новостях, не пострадает. То есть в этом плане, в плане безопасности, намного лучше это. Возведение многоэтажных домов на сегодняшний день – главный способ решения жилищной проблемы в городах. И спрос на новые квартиры велик. В этом жилищном комплексе они нашли своих хозяев уже на стадии строительства. 9-этажных домов, расположенных зеркально с одним общим двором, благоустроенной зоной. В каждом доме находится лифт, мусоропровод. Все квартиры изолированные. Некоторые из будущих жильцов смогут любоваться из окон видом на башню Согласия, а в 5 минутах ходьбы возводят исламский комплекс. Большая стройка, больше рабочих мест. Возведением жилого массива занимается более 150 человек. Адам Даурбеков, Ахмед Чербижев. Новости 24. В Ингушетию из Москвы вернулись участники фестиваля боевых искусств. Сборная республика боролась со столичными спортсменами. Турнир организован Московским департаментом физкультуры и спорта совместно с Министерством спорта Ингушетии. За состязаниями наблюдал Магомед Измайлов. Первые часы пребывания ингушских спортсменов в столице начались с посещения образовательного центра «Самбо-70», который совмещает в себе как спортивную, так и обычную общеобразовательную школу. Не просто школа, это целое объединение. То есть вот мы живем в юго-западном округе, здесь 1,5 миллиона человек живет. И практически многие школы юго-западного округа объединились вокруг центра образования «Самбо-70». И с этого года у нас 22 вида спорта и 16 тысяч занимающихся. Сами соревнования были приурочены к 72-летию со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. Спортсмены состязались в 5 видах боевых искусств – самбо, дзюдо, тэквондо, вольная и греко-римская борьба. В каждом виде единоборств выступало 9 участников разных весовых категорий. И по количеству выигранных поединков определялся победитель. Общий командный счет оказался 3-2 в пользу хозяев, которые выиграли у наших борцов и самбистов. Ингушские спортсмены оказались сильнее в дзюдо и тэквондо. Дзюдо, я думаю, что выступили хорошо, потому что ребята отборолись, выиграли 5-4. Как бы это была упорная борьба, и чем она упорнее, тем, наоборот, интереснее соревноваться. Вот в этом виде как бы мы, сила воли и сила духа оказалась сильнее, и Республика Ингушетия, наши спортсмены, в этом виде спорта выиграли. Особо стоит отметить успех ингушских тэквондистов, которые со счетом 6-3 победили хозяев турнира. Мне помогло победить мои тренировки, цель, устремленность. Раунды были по 2 минуты, было очень трудно драться. Уставал еще, капа была надета. На фестивале присутствовал и министр спорта Ингушетии Ахмед Катиев, который поделился своими впечатлениями. Турнир прошел хорошо, на высоком уровне. Спортсмены выступили хорошо, хотя у нас по некоторым видам спорта, так как должны были официальные старты у нас, мы выставили не первых номеров. Завершился турнир по традиции церемонии вручения наград и коллективной фотографией на память. В наступающем 2014 году уже Ингушетия будет принимать фестиваль боевых искусств на своей земле. Магомед Измайлов, Юнус Цычоев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.